В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Завтра, 26 августа, наша страна отметит десятилетие со дня международного признания независимости Республики Абхазия. Торжества, посвященные этой знаменательной дате, пройдут по всей республике. Они начнутся в 9 утра с возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Ишера. В 9:30 возложение состоится в Сухуме, в парке боевой славы, к монументам защитникам Отечества. Памятное мероприятие продолжится в селе Джгиарда, где в 10:30 начнется церемония возложения цветов к могиле второго президента Абхазии Сергея Багапша. В 11 часов в Сухуме на площади имени Сергея Багапша откроются сельскохозяйственные павильоны от каждого района республики. В 13 часов в Центральном выставочном зале откроется фотовыставка «Праздник признания», организованная Союзом журналистов и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. На выставке будут представлены более 120 работ известных абхазских фотографов Владимира Попова и Ибрагима Чкадуа. В 18 часов в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится торжественное заседание и концерт, посвященный десятилетию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Завершится торжество праздничным салютом в 21 час. 24 августа президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве в ходе рабочего визита в Россию. Вначале прошла трехсторонняя встреча Владимира Путина с президентами Абхазии и Южной Осетии, а затем состоялась отдельная двусторонняя встреча Рауля Хаджимба и Владимира Путина. По ее завершении прошла встреча и в расширенном формате. В составе делегации Абхазии премьер-министр Геннадий Гагулия, руководитель администрации президента Беслан Барцыц, министр финансов Джансух Намба. Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Мы вместе отмечаем десятилетие признания Республики Абхазия Российской Федерации. Это важно, если не сказать такое историческое событие в жизни республики, ну и немаловажное для Российской Федерации. Я хотел бы отметить, что за эти годы многое изменилось с точки зрения строительства наших отношений, укрепились межгосударственные связи, мы большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии. Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно. После нашей предыдущей встречи, когда вы обращали внимание на некоторые проблемы, связанные с необходимостью увеличить пропускную способность на границе, как вот сейчас мы с вами только что и констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться вот в этом же направлении, укрепляя внешний контур и разбюрокративая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией. Мы продолжаем наращивать наше взаимодействие в сфере экономики, в развитии инфраструктуры. Надеюсь, что вот обо всем этом сейчас и поговорим поподробнее. Признание нашей страны – это воплощение вековой мечты абхазского народа, и, несомненно, для нас это важное событие. Сегодня можно отметить, что подписано более 130 двухсторонних документов, которые позволяют нам решать вопросы в различных направлениях. Это вопросы социально-экономического развития в Абхазии, создание возможности единого оборонного контура в сфере правоохранительных органов, сотрудничество в сфере нашей внешнеполитической деятельности. Идет скоординированная работа с МИДом России. Здесь, несомненно, следует отметить то, что после подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве ситуация в части, касающейся этих вопросов, стала совершенно другой. И хотелось бы, чтобы мы были бы еще интенсивнее с темой социально-экономического характера, вопросов и внешнеполитической деятельности, и создания тех возможностей по обороне и безопасности. Надеюсь на то, что сегодня как раз наша встреча позволит многие эти вопросы снять. Спасибо.
Президент России Владимир Путин награжден орденом Ах-Дзапша первой степени. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Рауль Хаджимба за большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии. Наградить Путина Владимира Владимировича орденом Ах-Дзапша первой степени, говорится в указе. 22 и 23 августа в Сухуми прошла международная конференция, посвященная десятилетию международного признания Абхазии. Об итогах и перспективах признания на форуме обменивались мнениями ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании, Швейцарии, Южной Осетии и других стран. В первый день на пленарном заседании конференции выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр иностранных дел Даур Кове. В ходе круглых столов эксперты в области международной политики рассуждали о роли первого президента Республики Абхазия в становлении государственности, об Абхазии в контексте современных угроз и вызовов, различных аспектах взаимодействия Абхазии с Россией и со всем современным миром, о том, как используются возможности диаспор для продвижения Абхазии и другие вопросы. Участники международной конференции «10 лет признания. Итоги и перспективы» приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится: «Выражаем уверенность, что проведение конференции стало свидетельством позитивной тенденции консолидации мировой общественности в деле сохранения мира, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и гармоничного существования народов. Призываем международное сообщество преодолеть навязанные Грузии стереотипы и прийти к пониманию необходимости широкого международного признания Абхазии, чтобы положить конец многолетнему периоду противостояния и противоречий, а также подтвердить свою приверженность общечеловеческим принципам, признающим право народов на самоопределение». Об исторических предпосылках признания независимости Абхазии и России, о том, в каком направлении нужно двигаться республике, и о многом другом в эксклюзивном интервью нашей программе рассказал известный политолог Андроник Мигранян. В неформальной обстановке, в перерыве между официальными мероприятиями, проходившими в рамках конференции, посвященной десятилетию международного признания Абхазии, с ним побеседовала моя коллега Елена Лолуа. Во время Отечественной войны народа Абхазии ваш голос звучал очень громко и убедительно в поддержку абхазского народа. Мы это ощущали и очень благодарны вам за это. В 2008 году Россия признала Абхазию, это историческое событие. Прошло 10 лет с момента признания. Как бы вот этот период, отрезок оценили? Действительно, это колоссальное событие в жизни маленького народа. А ведь этот маленький гордый народ когда-то имел свое государство, свое царство. Мне всегда было очень приятно, еще с детства я знал, что когда-то армянское царство граничило с абхазским царством. И я должен сказать, что Россия приняла это решение, исходя, во-первых, из чувства справедливости. Хотя, конечно, в международных отношениях и в дипломатии сентименты – это последние, которые играют важную роль. Но очень важно, что общественное настроение должны быть подготовлены для того, чтобы государственные деятели принимали какие-то решения. Потому что для них важно, поддерживает их население, общественность, вот эти решения или нет. Я думаю, что, может быть, в этом отношении немаловажно было, чтобы, конечно, и в средствах массовой информации, и на телевидении многие говорили, что вот есть такая вопиющая несправедливость, и здесь надо принять какие-то очень важные решения. Я думаю, что Абхазия прошла довольно такой трудный период становления. Но, да, вот я вчера разговаривал с президентом, у нас был такой довольно теплый, длительный разговор, и я спросил, и меня это всегда очень интересует, вот такой маленький народ, вроде бы он должен быть очень консолидированным, почему такая довольно ощутимая, даже со стороны, жесткая борьба и размежевание политических сил? Это немножко кажется странным, потому что, казалось бы,
маленький народ должен быть очень консолидированным, стоят серьезные задачи, надо решать очень много самых сложных проблем, а все-таки политическая активность очень большая, и глубина размежевания тоже довольно большая. Я говорю об этом как человек, который, правда, к сожалению, последние 15 лет я не был в Абхазии, я, правда, из них 10 лет был в Америке, работал, но я всегда следил и стараюсь, конечно, получить от моих друзей и здесь, и в Москве вот информацию, что здесь происходит. Конечно, надо, чтобы молодому государству везло на лидеров. Вот я знал Владислава Ардзембо. Это был очень яркий и очень красивый в таком высоком смысле слова красивый человек, потому что он как бы в нужные минуты, конечно, должны появляться лидеры, которые могут за собой вести людей, внушить веру, что даже самые несбыточные вещи могут быть реализованы. Дальше, конечно, была серьезная борьба внутриполитическая. Конечно, много сил уходит вот вместо того, чтобы решать социально-экономические иные проблемы, вот много энергии, много сил уходит на выяснение отношений. Это, конечно, в каком-то смысле отбрасывает новообразовавшие государства назад, но надо сказать, что сейчас все-таки, как мне кажется, я хотел бы в это поверить, уже выработаны определенные навыки вот политической жизни. И есть понимание, что, да, слава богу, национальная безопасность обеспечена признанием России, защитой внешнего контура абхазского государства от всяких возможных, ну, скажем, угроз. Но вот нужна, мне кажется, большая консолидация внутри Абхазии, потому что у вас много сделано. Вот я ехал и удивлялся, я же здесь был в 93-м, 94-м, и, конечно, везде были видны, в общем-то, последствия войны, разбитые дороги, в общем-то, очень плохая инфраструктура, некое запустение. Это все грустно было наблюдать, потому что мы знали, что эта территория в советское время была просто раем для людей, которые приезжали сюда, отдыхали. И я сам, собственно, имел возможность быть в Гаграх и общаться с людьми, видеть их радостные лица. Поэтому мне кажется, что, конечно, если будет большая консолидация, можно использовать вот это чувство безопасности внешнее, на что можно уже не тратить сил, энергии, времени и так далее, то тогда, конечно, и экономические, и социальные проблемы, которые довольно остро стоят, они могут быть, может быть, легче решены. Все говорят, это, наверное, дежурные слова, вы, наверное, много раз слышали, что Абхазия – это рай на земле, но действительно, это рай на земле. Но, конечно, здесь должны быть гораздо лучше и дороги, и гостиницы, и рестораны, и, конечно же, я бы хотел пожелать, чтобы вы здесь сохранили свою самобытность, потому что недавно моего друга был день рождения, он корнями из Аджарии. Вот видите, в Абхазии, там Аджария. Мы приезжаем туда и говорим: вот поведите нас в Духан, дайте нам вот эту домашнюю еду, дайте нам вот это домашнее вино. А они нам говорят: вы что, с ума сошли? Вот у нас тут венское кафе, вот у нас там... Так... Мы говорим: слушайте, у нас есть возможности быть в Вене, у нас есть возможности быть в Париже. Мы приехали сюда, чтобы есть вашу домашнюю еду и пить ваше домашнее вино. Но это очень важно. Андроник Мавсисович, ну, надеюсь, вы абхазскую кухню попробовали, вас повели в Абхазку? Мы вчера были в замечательном ресторане «Магнолии». И, конечно, ну, там было много всего,
но хозяин ресторана говорит, а теперь будет абхазское мясо. Это было очень вкусно. Я действительно, я, по-моему, раньше этого не пробовал. Мне безумно все понравилось, и вообще мне еще понравилось, как ни странно, очень хорошее сухумское пиво. Вот я никогда не думал, что здесь может быть хорошее пиво, и всегда заказывал какое-нибудь чешское или немецкое. Оказывается, нет, надо пробовать то, что есть на месте. Сегодня большая конкуренция в мире за туристов, за людей, которые должны отдыхать. Но у вас есть естественное преимущество над многими другими. Потрясающая красота природы, замечательные продукты, прекрасное сельское хозяйство, добродушные и очень гостеприимные люди. Вот эти конкурентные преимущества надо реализовывать. И, конечно, здесь должна быть очень активная политика не только властей, но и мобилизация и друзей Абхазии, и, в общем-то, определенная пропагандистская рекламная кампания, которая должна мобилизовать и обеспечивать приток большого количества, скажем, людей. Цена и качество – это есть самый важный рыночный принцип. Для этой отрасли, очень важной отрасли, recreation, отдых, восстановление и так далее, это одна из самых важных и быстро растущих отраслей экономики в мире вообще. Вот здесь должны быть большие достижения, и я думаю, что, конечно, это станет очень важным стимулом для развития вашей страны. Как правило, надо ставить амбициозные задачи. Это тоже очень важно, чтобы политики имели масштаб, видение, чтобы они не ограничивались с какими-то своими узкими представлениями о мире. Я вчера утром, если вы были, я, по-моему, говорил, вы знаете, такой лозунг был у французской революции 1968 года. Это молодежная революция, там новые левые. Они говорили, будьте реалистами, требуйте невозможного. Вы уже, абхазский народ, однажды реализовал этот принцип. Вы требовали невозможного, и невозможное стало возможным. Вы стали независимой страной. После признания независимости со стороны России приходилось слышать, читать мнения некоторых экспертов в российских кругах, аналитиков о том, что признание России независимости Абхазии это довольно поспешный факт, да, что проект под названием «Независимая Абхазия», он в принципе несостоятелен. Как вы относитесь к такого рода высказываниям? Вы знаете, я уже устал от так называемых горе-экспертов. Это же полные идиоты, которые вообще ничего не понимают ни в политике, ни в интересах национальных, ни России, ни вообще мировых политических процессах. Но что значит признание было поспешным? А что должно было быть? Что надо было отдать это, во-первых, подвесить бесконечности, неопределенный статус этой территории. Очевидно было, что Абхазия ни в коем случае не хотела бы быть в том подавленном, задавленном состоянии, как она была в составе советской Грузии. Она же вышла из состава Грузии еще в советское время, и выход Абхазии соответствовал тем законам, которые принимали в Советском Союзе. Закон о выходе 90-го года, это умные люди, знающие, помнящие, они все это знают. А что, грузинам можно было, а абхазам нет? Почему? А почему? Это что за орвелловский принцип? Все животные равны, но некоторые более равны. Это не так. И это первое. Второе, конечно, мне кажется, это тоже очень глупое и необоснованное утверждение, что Россия на свою голову, некую обузу как будто берет. Какая может быть обуза? Еще раз, мы когда говорим, что это рай вообще, это такое потрясающее место, Россия может только получить выгоду от этого. Я, например, думаю, что я
был очень разочарован. Я не был 15 лет здесь. Я, честно говоря, думал, что границы открыты, как вот в Евросоюзе. Ты едешь, и остались воспоминания, там какие-то сооружения сохранились, где когда-то сидели пограничники или там таможенники там, и так далее. Куда больше уровень интегрированности, если здесь даже рубль ходит как официальная валюта, здесь большинство населения имеют российское гражданство. Как же, почему должны быть эти погранпосты, там унизительные какие-то процедуры, что раздражает людей? Да. Я понимаю, что когда-то это было так, но, в общем-то, внешний контур границы Абхазии был не так защищенный, поэтому, может быть, какая-то логика была, чтобы все-таки люди понимали, кто пересекает границу. Я, конечно, безумно разочарован, когда мне позвонили и говорят, вот мы хотим, чтобы вы приехали, и я с надеждой в голосе говорю, наверное, самолет прилетит в Сухумский аэропорт, и мне говорят, нет, я думал, что за 10 лет можно было, конечно, восстановить работу аэропорта. Я в советское время прилетал в Абхазию на самолете, и у меня есть хорошие воспоминания по этому поводу. Переход российско-абхазской границы, да, это отдельная тема, но вот с чем вы связываете это? Почему такая система безопасности там установлена? К моему великому стыду, я не знал, что все это еще существует. Мне казалось, так как я 15 лет не был в Абхазии, мне казалось, что это уже в прошлом. Буду выяснять в Москве, спрашивать у компетентных людей, чтобы понять. Есть разные версии, и, конечно, они все имеют хождение. Есть ведомственный интерес, есть определенная корость у каких-то структур и людей, потому что для существования этой границы в таком виде нет никаких ни политических, ни военных, ни проблем безопасности. Этого всего нет. Андроник Мавсесович, вот после августовской войны и признания России независимости Абхазии, стала ли Абхазия более узнаваемой на международных площадках? Все ли мы делаем для продвижения своего имиджа в мире? В 2004 году, 17 сентября, я опубликовал в «Известиях» статью, которая называлась, очень забавно тогда звучало название статьи, «Саакашвили добивается независимости Абхазии и Южной Осетии». И должен сказать, что этот короткий период времени, когда шла война, конечно, Абхазия была на слуху и на языке на каждом канале телевидения. Мне лично пришлось, находясь там, давать много комментариев и на радио, и на телевидении, и выступать в разных аудиториях, объясняя, что происходит. В том числе я был на съезде Демократической партии 2008 года в Колорадо, в Денвере, и даже не представляете, оказался на одном панеле с таким очень известным дипломатом Ричард Холбрук, архитектор Дейтонских договоренностей, там, спецпосланник президентов там, по Афганистану, Пакистану, там, и один из... И это была тема очень на слуху. И он рассказывал, мы с Маккейном были в Тбилиси, там такая ситуация, Россия во всем виновата, непонятно. И мне пришлось для делегатов съезда, которые приехали, чтобы Обаму избрать кандидатом в президенты, рассказывать, что все, что говорят эти люди, это полная ерунда. Конечно, для многих делегатов это было шоком. И я говорю, понимаете, я родился в этом регионе, я знаю эти проблемы, что Абхазия в соответствии с советскими законами себя вывела из состава Грузии. А кто виноват, что вы признали Грузию в тех советских границах? Извините, или Грузия должна получить советскую конституцию, тогда не выходите из Советского Союза. Но если она вышла, как вы можете сказать, что какие-то незаконные действия происходят? С большим сожалением должен сказать, что со временем эта тема ушла. Американцы вообще никогда никем не интересуются. Для них внешняя политика – это
И вообще все, Вселенная – это вот Америка, и все крутится вокруг Америки. Когда они говорят, ну, например, программа новостная World News, ну, мировые новости. Все новости про Америку, ну, может быть, еще одно-два сообщения могут быть про Израиль. Потому что огромное еврейское лобби, там они интересуются, что у них происходит на исторической родине, и средства массовой информации на это должны реагировать. Скажем, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, они выходят иногда с вкладышем. Но, например, такие страны, которые хотят себя рекламировать и продвигать, типа Казахстан или Азербайджан, там, ну, иногда, может быть, и Грузия, они платят эти деньги, несут эти расходы для того, чтобы присутствовать в информационном пространстве. Но это требует очень больших денежных затрат. Боюсь, что это не главная задача для молодой абхазской государственности. Эти деньги можно тратить гораздо более рационально. Андроник Мавсесович, спасибо, что нашли время, несмотря на ваш такой насыщенный график в Абхазии, что нашли время и дали нам интервью. С вами очень интересно беседовать, но, к сожалению, в одном интервью все вопросы невозможно задать. Спасибо вам. Я должен сказать, что для меня это большая радость, вот мой приезд. Я действительно приехал, чтобы с моими друзьями разделить вот эту общую радость для нас всех. И, конечно, хочу пожелать, чтобы этот край всегда был краем мира, благополучия и процветания. Международная конференция, посвященная юбилею международного признания независимости Абхазии, была организована МИДом республики. На форум приехала и полномочный представитель МИД Республики Абхазия Федеративной Республики Германия Хибла Амичба. Как сообщила Хибла Амичба, недавно в Германии вышел номер журнала «Берлинский телеграф», в котором представительству Абхазии удалось разместить интервью министра иностранных дел Абхазии Даура Ковы. Это одно из целого ряда мероприятий, которые проводит представительство для представления Абхазии за рубежом. О том, насколько эффективно можно продвигать Абхазию и ее интересы в условиях частичной признанности на международной арене, Хибла Амичба рассказала в интервью для событий недели. 2 дня назад завершился форум, организованный МИД Абхазии и посвященный очень важной дате, десятилетию признания, международного признания нашей страны. На этот форум съехалось много гостей. И как вы считаете, каков основной итог этого форума? Какие мнения, какие аргументы, какие сообщения вам пришлись по душе? Что было интересного? Да, форум готовился давно. Были предложены большие усилия со стороны руководства МИД Абхазии, руководства вообще республики. И приехали иностранные гости, друзья Абхазии, и получился такой хороший уровень, интересные выступления. Нам было приятно, что приехали наши друзья из республик, которые являются такими большими друзьями Абхазии. Но кроме этого к нам приехали и гости из Европы, из Германии, из Швейцарии и других стран, которые, я надеюсь, потом донесут об итогах этого форума, каждый в своей стране. И отрадно то, что вот такая поддержка есть у нас. Подчеркивалось то, что пройден большой путь, и десятилетие признания Республики Абхазия – это, конечно, очень важная дата для нас, наряду с 25-летием Дня Победы. В этом году все эти памятные даты, они сошлись, и все это очень трогательно, и мы ощущаем такую поддержку со стороны всех, кто там присутствовал, всех высоких гостей. Вы сказали о том, что были и гости из Европы, в том числе из Германии. Скажите, кто приехал из Германии и была ли в этом заслуга представительства Абхазии в Германии, которое вы возглавляете? Была сформирована
делегация в результате серии встреч наших с депутатами Бундестага Германии, и несколько встреч, таких 8 встреч состоялось у нас в здании парламента, и в результате вызвались приехать 8 депутатов с разных партий, представители разных фракций Бундестага. К сожалению, именно к этой дате им не было позволено приехать со стороны дипломатического ведомства, поскольку это не соответствует политической линии государства. Но мы надеемся, что такой визит все-таки состоится. Тем не менее, представители Германии здесь были, и один из них представляет торгово-промышленную палату Абхазии в Германии, наш большой друг Вольфганг Мацке. Он присутствовал здесь, и представитель Швейцарии присутствовал здесь, и мы надеемся, что приедут скоро журналисты, представляющие известные органы печати Германии, средства массовой информации. И они также в своих репортажах отразят, как проходят эти памятные даты, как они отмечаются в Абхазии. Вы возглавляете, как я уже говорила, представительство Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия. Скажите, пожалуйста, насколько сложно работать в условиях полупризнанности нашей страны, то есть неполной признанности нашей страны? Что может делать представительство и как оно может продвигать интересы Абхазии и саму нашу страну на международной арене? В условиях частичной признанности на самом деле очень сложно работать, поэтому в этом случае мы всегда, во-первых, ощущаем поддержку со стороны посольства Российской Федерации в Германии, представительства Россотрудничества в Германии, а также Координационного совета соотечественников, выходцев из Советского Союза, который активно работает. Я лично там являюсь членом этого совета. Мы совместно проводим очень много проектов, фестивали, марафоны, концерты. Уже стало традицией проводить в Берлине вот такие концерты, как, например, «Твори добро», различные конференции. И везде мы стараемся, чтобы Абхазия фигурировала, чтобы символика Абхазии присутствовала в том же праздновании 9 мая, 23 февраля, во всех тех датах, которые объединяют выходцев из Советского Союза. Это одна сторона нашей работы. Другая сторона – это работа с диаспорой. Конечно, привлечение диаспоры. Опять-таки, чтобы наши соотечественники были всегда на связи с нами, чтобы мы с ними находились в постоянном контакте. Это очень важно для нас. Мы так и работаем всегда. Я скажу даже больше. У нашего представительства есть 2 советника, представителя нашей диаспоры в Германии. Это Сейхан Цыбабха и Незих Ачба, которые живут в Германии. Помимо этого, конечно, очень важно везде, во всех мероприятиях, на всех международных конференциях участвовать и так далее. Я подчеркну, важно очень доносить до политиков, до депутатов нашу информацию. Я почувствовала, что в процессе разговора представление об Абхазии менялось. Это каждый раз наблюдаем. Помимо этого, есть возможность читать лекции в Свободном университете Берлина для студентов, политологов и их преподавателей. Это уже стало традицией тоже в Берлине. И кроме этого, очень отрадно, что именно в этом году удалось прочитать цикл лекций в разных учреждениях и по разным темам. Допустим, научно-исследовательский центр Лейбница в Берлине пригласил на чтение лекции по абхазскому языку. И я прочитала лекцию об абхазском языке в виде лекции-презентации. Конечно, попыталась рассказать тут же и об истории, и о культуре, показать фильм и так далее. И я очень рада тому, что, я не знаю, может быть, это не скромно, но лекция была признана лучшей в этом году, и нам подарили
в знак благодарности 2 билета на Ночь музеев в земле Берлин-Бранденбург в виде поощрения. Я хотела узнать, как часто действующие политики, известные общественные деятели Германии принимают участие в мероприятиях, которые проводит представительство Абхазии в Германии, или же при участии нашего представительства в Германии. Представители политических кругов и представители политики Германии не всегда охотно идут на наши мероприятия. Многие из них просто проявляют интерес, но мы в то же время наблюдаем, что они приходят к нам в гости. Если приводить примеры, это, например, презентация торгово-промышленной палаты, где присутствовали депутаты парламента Германии, Бундестага. И на всех наших мероприятиях принимают участие представители различных дипломатических ведомств, допустим, аккредитованных в Берлине посольств. Если это возможно, мы всегда их приглашаем, и иногда, на наше удивление, мы наблюдаем, что к нам приходят представители различных посольств. И если у нас есть возможность участвовать в каком-то форуме, да, и говорить в это время о проблемах Абхазии, и в зале присутствуют представители диппредставительств разных стран, я считаю, что это уже хороший шаг вперед, чтобы донести наши проблемы. Мы говорим о визовых проблемах, мы говорим о международной изоляции Абхазии. Мы говорим о том, что даже наши сайты были долгое время блокированы, не было доступа к ним из госучреждений Германии и Европы. Сейчас эта проблема снята. Много других проблем, что у нас студенты и выпускники вузов не имеют возможности стажироваться и защищаться, обучаться за рубежом в Европе, и что нет обмена студентами из Абхазии, что у нас очень мало выступающих, есть исключения, это неправительственная организация, но чтобы человек приехал из Абхазии и выступил с докладом, это большая редкость. Мы, к сожалению, на многих форумах наблюдаем, что участников из Абхазии практически нет. Это, конечно, большой минус, и не только для нас. Вы говорили о том, что общественность Германии, там, политики, они как-то стараются, откликаются на приглашение, которое дает Абхазия, скажем так, да, представительство Абхазии. А чем это объясняется? Почему это происходит? Чем обусловлен их интерес? Интерес обусловлен тем, что, во-первых, даже если это политики, то немногие владеют информацией об Абхазии, им интересно просто узнать что-то о новой стране, которая находится буквально вот в 2-3 часах лета, и она как терра инкогнита, она изолирована, и это для них интересно, узнать, что за народ, какая религия здесь представлена, какие конфессии, какие достижения, известные деятели, выходцы из Абхазии. Их интересует все. Есть ли возможность каких-то инвестиций, торгово-экономических связей, которые возможно наладить с Абхазией, что этому препятствует, какие перспективы. Вот всегда задают этот вопрос. А какие перспективы, куда стремится ваш народ? К чему он стремится, к независимости или видит для себя, может быть, какую-то другую дорогу. Этот вопрос задается всегда. То есть им интересно все. 10 лет признания независимости – это может быть и не самая большая юбилейная дата, но и тем не менее определенная веха. Как вы считаете, насколько эффективно Абхазия реализует свою независимость, скажем так, на международной арене? Какие шаги уже сделаны и шаги успешны, и что, может быть, не совсем удалось и не совсем удается до сих пор? Абхазия наладила немало контактов международных на различных уровнях. У нас есть друзья Абхазии,
Я считаю, что очень важно, что сейчас как раз в рамках нашего форума прошедшего была основана организация «Про-Абхазия», которая имеет свою историю тоже. В год признания она была тоже предложена. И сейчас эта традиция будет продолжена. Будет существовать организация «Про-Абхазия», которая будет объединять всех друзей Абхазии. Это очень важный шаг. Помимо этого, я считаю, что нам всегда необходимо учитывать и использовать ресурс диаспоры. Наша диаспора проживает в 57 странах мира. И у нас есть прекрасные специалисты, которые могут и будут оказывать свою поддержку, помощь посильную, каждый в своей области. Просто необходимо, наверное, больше налаживать мостов. Можно использовать такую организацию, как Europe of Diasporas, Европа диаспор. Они проводят свои форумы в Брюсселе ежегодно. И мы сделали запрос, надеемся, что и абхазско-черкесская диаспора будет участвовать во всех этих мероприятиях. И вот такие международные форумы тоже нам надо использовать. Мы знаем, что вы также являетесь участником или членом Союза композиторов Германии. Расскажите, пожалуйста, как вы ощущаете себя в этом качестве и какое новое произведение вы представили недавно в Пицунде? Я недавно, с декабря прошлого года, неожиданно для себя получила такое письмо, просто что мы вас приветствуем в рядах Союза композиторов Германии. Это, конечно, большая честь. Я рассматриваю как такой сигнал к действию больше. И стараюсь, конечно, тоже, вот, чтобы что-то прозвучало в Абхазии. Что касается презентации, да, вот буквально 22 августа в рамках концерта Государственной хоровой капеллы под управлением Норы Аджинджал в Пицунде в храме прозвучала композиция «Blessing», «Благословение». Это первая песня об Абхазии на английском языке. И я была очень тронута и благодарна за все, что сделали музыканты. И отдельная благодарность Нудару Викторовичу Чанба, который сделал все это возможным. Для меня это большая честь. И я рассматриваю это как такой маленький подарок моей родине в преддверии десятилетия признания и 25-летия Дня Победы. Спасибо вам большое, Хибла, за интервью. Мы желаем вам удачи в вашей деятельности, успехов в творчестве. Всего доброго. До свидания. Гости, приехавшие на международную конференцию, высоко оценили организацию форума и его итоги. Как отметил в интервью нашей программе депутат Национального собрания Республики Арцах Давид Мелкумян, на этой площадке состоялись не только интересные встречи, но и были намечены конкретные планы дальнейшего сотрудничества, в частности, между Народным собранием, парламентом Республики Абхазия и Национальным собранием Республики Арцах. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве. С Давидом Мелкумяном побеседовала Ирина Аршба. Прежде всего, позвольте еще раз поздравить братский абхазский народ с юбилеем, с величайшим днем признания независимости Российской Федерации. Пожелать еще очень-очень много таких юбилеев. И на самом деле, да, я в первый раз здесь, мне очень интересно. Я сожалею, что раньше мне никак не удавалось попасть сюда. И мы посетили Абхазию в рамках конференции, которая довольно-таки очень интересная, организована на самом высшем уровне. Конкретно мы обсуждали межпарламентские отношения, мы обсуждали дальнейшее сотрудничество с парламентом Абхазии. Вы знаете, что парламентская дипломатия, она очень гибкая, и в рамках парламентской дипломатии возможно очень много форматов сотрудничества. Вот хочу обрадовать
наш братский народ. Уже на уровне Министерства иностранных дел подготовлен документ. Он находится в стадии доработки. Я уверен, что в ближайшем будущем мы подпишем этот документ о сотрудничестве и создадим круг дружбы или назовем в каком-то другом формате, но этот документ уже готовится, в скором будущем мы воплотим в реальность. В Армении сменилось политическое руководство. Изменилось ли отношение руководства Армении к вашей республике? Есть ли вероятность того, что новое руководство как-то ускорит процесс признания Армении и Республики Арцах? Ну, во-первых, вы прекрасно знаете, что Армения – это нам самое близкое государство. Если даже изменилось отношение, то только в лучшую сторону. Как заявил премьер-министр Пашинян в своем первом интервью, кстати, после избрания он провел первый же день пресс-конференции у нас в Арцахе, и он довольно-таки четко заявил позицию, что Арцах должен быть возвращен за стол переговоров. Существует такое мнение, что новые власти Армении попытаются сдать территории и все такое. Так вот, хочу убедить, подобного ничего не существует. Арцах должен обязательно вернуться за стол переговоров. Признание независимости Нагорного Карабаха – это необратимый процесс. И судьбу Нагорного Карабаха решает только народ Нагорного Карабаха. А какова ситуация на сегодняшний день в Республике Арцах? Вы имеете в виду на линии соприкосновения? Да, на линии соприкосновения, внутриполитическая ситуация. К сожалению, очень сложно договариваться на данном этапе с политическим руководством Азербайджана. Практически невозможно. Ни на какие контакты не соглашаются. Помимо всего этого, периодически на линии соприкосновения бывают провокации. Буквально неделю назад была попытка разведывать диверсионные группы проникновения, но, к счастью, наши вооруженные силы вовремя узнали об этом. И, то есть подобные провокации практически каждый день существуют, и наращивание военного потенциала Азербайджана и присутствие их огромное количество войск на линии соприкосновения говорит о том, что явно не дружественный настрой, не настрой к переговорному процессу. Ситуация очень сложная, но в то же время у нас на границе стоят наши же войска, которые с честью выполняют свой долг и готовы отразить любую атаку, скажем так. Многие политики и политологи считают, что если в случае Республика Арцах будет признана той же Арменией, то это приведет к новой эскалации конфликта и практически развяжет новую войну. Что вы думаете по этому поводу? На самом деле очень часто обсуждается этот вопрос, почему Армения не признает независимость Арцаха. На данном этапе я считаю, что пока рано говорить об этом. Нам, по большому счету, это ничего не даст. Если Армения признает независимость Нагорный Карабах, что де-факто она уже признала, что мы де-факто уже являемся во всех, скажем так, процессах, вовлеченные Армении, это означает, что Армения отказывается вести переговорный процесс. Как вы знаете, отказ от переговорного процесса это уже означает, что мы готовимся к каким-то военным действиям. Мы предпочитаем второй вариант. Мы предпочитаем в рамках закона, мы предпочитаем присутствовать на переговорном процессе и чтобы этот диалог продолжался. Мы предпочитаем, чтобы в первую очередь нас признало международное сообщество, другие международные организации, а Армения так и так считайте, что уже рядом с нами. Ваше впечатление о нашей республике, так как вы здесь впервые, что вам больше всего понравилось у нас? Может быть, что-то не понравилось? Невозможно передать одним словом. Я просто в восторге. Во-первых, от гостеприимства. Во-вторых, природа очень красивая. После того, как я вернусь домой, я обязательно постараюсь уже вернуться сюда с семьей, с друзьями, почему бы и нет. Мне очень понравилось. Спасибо большое за гостеприимство. На этом наша программа подошла к концу. Поздравляем вас с наступающим праздником, десятилетием международного признания независимости нашей страны. Всего вам доброго и до встречи в эфире.